В музее все выглядит законченным, картины вечными. Кажется, что они всегда такими были и всегда такими останутся. Но это не совсем так. Прежде чем попасть сюда, в экспозицию, некоторые из них прошли через кризис, многие – через клиническую смерть. А возвращают их к жизни здесь, в реставрационных мастерских музейного хранилища, куда мы с вами и отправимся прямо сейчас. Это Уна Костановска, реставратор графики. Сейчас она проводит предварительное исследование работы, которой предстоит пройти долгий и непростой путь восстановления. Šis ir 19. gadsimta beigās radīta tāda miniatūra, kāds nezināms vīrieša portrets. Un te var ļoti labi tajā ekrānā redzēt, kā laika gaitā šis krāsas tonis ir mainījies. Šim darbam tas saglabātības stāvoklis ir diezgan slikts. Viņš ir ilgu laiku bijis ierāmēts, un papīrs ir ļoti trausls, un krāsas slānis arī ir trausls un mainījis tonu. Фронт работ здесь масштабный, но реставраторов этим не испугаешь. За годы практики им приходилось возвращать к жизни произведения, которые, казалось, уже невозможно спасти, буквально поднимая их из пепла. Šobrīd tātad mēs redzam vienu no Jāņa Steinberga darbiem. Izstāde mums ir plānota šogad maijā sadarbībā ar Liepājas muzeju. Šis ir viņa diplomdarbs, un tas varētu būt vienīgais viņa darbs, tāpēc tas ir jo īpaši nozīmīgs. Un te ir ļoti daudz bojājumu, ir ļoti daudz plīsumu, zudumu. Un pats darbs ir no aizmugures salīmēts ar līmlentēm, kas arī prasa vēl papildus дарбу. Реставрационная мастерская графики напоминает производственный цех. Большие рабочие столы, ванны, краски, лаки, прессы самых разных размеров. Под этими прессами вековые сокровища, хрупкие и бесценные. Nē, nav tik ļoti. Kādreiz ir bijušas smagākas. Darbs ir 1785. gads. Tie jau ir vairāk kā 240 gadi, bet ļoti labi saglabājies. Šeit pirms restaurācijas bija ļoti izteikta deformācija, dažādi izcelsmes straipi, bet tā kā vecos laikos līdz 19. gadsimta vidum papīra kvalitāte bija ļoti laba, jo papīru ražoja no kokvilnas, līna, dažādām graudzālēm, līdz ar to papīrs ir pat labāks nekā mūsdienu. Un kaut vai papīrs jau ir ar tādu ilgu mūžu, bet viņam pie labiem glabāšanas apstākļiem viņam viss būs kārtībā vēl ļoti ilgu laiku. Всего в Латвийском национальном художественном музее 4 реставрационные мастерские. Здесь работают 11 специалистов. Среди них реставратор, который берется за, казалось бы, безнадежные случаи, восстанавливая почти из пепла глиняные и керамические изделия. Специалисты такого профиля в Латвии – штучный товар. Es restaurēju Berlīnes Karaliskās rūpnīcas vāzi, kas ir ārzemju mākslas departamenta īpašums. Te tiks pieveidotas dažādas detaļas, kā arī jau dažas ir pieliktas, teiksim, šeit, un tad ir pārklātas, tonētas un pārklātas ar zeltu. Есть здесь и мастерская, где возвращают к жизни рамы для картин. Впрочем, ее руководитель никогда не называет объект своей работы просто рамой. Для него это самостоятельное произведение, неотъемлемая часть художественного замысла. Es izvairos no vārda rāmis, jo tomēr gleznai ir ietvars, nevis rāmis. Tas ir mākslas darbs, un viņš ir pats par sevi. Tā ir veidota autora kompozīcija. Un tāpat kā briljantam ir ietvars, nevis rāmis, tā arī gleznai ir ietvars, kas to papildina, nevis ierāmē.
Сейчас Каспарс работает над уникальным обрамлением для картины «Свадьба Амура и Психея» Фиделя Фискетти. Рама массивная, позолоченная, с глубоким рельефом. Орнамент сложный и уникальный. Такого повторения больше нет. Это самостоятельный художественный объект, и изготовлена она, кстати, в Риге. А вот и сама картина, для которой восстанавливается это обрамление. Она тоже сейчас на реставрации. Закончить нужно к сентябрю. Реставратор Наталья Курганова признается, что этого времени для такого объема работы катастрофически мало. Картина уже была реставрирована. Один раз это задокументировано в 1953 году. Она была реставрирована, дублирована, то есть наклеена на новый холст. Но с тех пор, как можно посчитать, прошло достаточно много времени. И за это время лак, которым покрыта картина, пожелтел. И я начала сейчас чистить, и вот вы видите эту разницу между оригинальной живописью. Она более светлая, более холодная, более голубая, и такой, как желтый фильтр. Я думаю, достаточно видно. Главные инструменты Натальи – кисть и скальпель, тот самый хирургической точности. Как именно она работает с ним, нам увидеть не удалось. Реставраторы не работают на камеру. Ну, это примерно то же самое, что сказать хирургу: давайте возьмите скальпель и порежьте тут, вот, сделайте операцию, а мы поснимаем. Но это так не происходит. Все-таки тут одно неверное движение, и я могу что-то там нанести, какой-то ущерб. Результаты этой скрупулезной, почти незаметной работы мы видим в музейных экспозициях и чаще всего даже не задумываемся о том, что многие экспонаты были буквально вытащены руками реставраторов с того света. Мы редко подозреваем и о том, что некоторые из них хранят в себе неожиданные сюрпризы, раскрывающиеся лишь в процессе реставрации. Šī glezna ir diezgan interesanta. Garām gājējs, kas iet caur muzeju, viņš pat nevar iedomāties, kad paiet garām droši vien kā jebkurai citai gleznai un neiedomājās, ka otrā pusē ir arī gleznojums gleznai. Vienkārši man nācās viņu restaurēt uz muzeja atvēršanu pēc rekonstrukcijas. Un atverot, man vienkārši ir jānoņem virsrāmis un pagriez otru pusi un skatos. Tur ir konvertējums, un skatos, tur ir gleznojums. Глазнуемся шац. Картина на обороте холста не редкость. Художники часто использовали один холст несколько раз, меняли замысел или формат работы. Такие находки помогают реставраторам понять, когда и как создавалось произведение, через какие этапы оно прошло. Иногда именно оборот холста дает ключ к датировке, авторству и дальнейшей судьбе картины. Ну что, друзья, мы с вами убедились, что путь сюда, в экспозицию, для многих произведений искусства тернист. И пусть говорят, что время нельзя остановить, но есть те, кто могут его законсервировать. Елена Вихрова, Денис Бенке, ЛСМ.